Более 3 лет Россия ведет страшную, далекую от Сахаа войну. Одним из ее мощнейших инструментов стала пропаганда, которая действует не только через Z-телеграм-каналы и московские ток-шоу, но и на местах. В национальных республиках появились свои фабрики согласия, блогеры, чиновники, псевдоэксперты. Они затачивают тонны чуши под местные реалии. Так ложь звучит убедительнее, а давление на сомневающихся сильнее. В республике ключевым пропагандистом стал бывший журналист Алексей Васильев-Басылай. Когда-то известный как независимый мыслитель и сатирик, он постепенно начал повторять пропагандистские клише. «Дикий Запад», «Украина обречена», «Маразматик во главе других стран». Популярность он получил, показывая красивую картинку Якутска, чистые дворы вместо реальных проблем, хорошие дороги вместо тонущих фур на трассах, рестораны вместо пустых магазинов, обращаясь к оппозиционерам и украинцам. Его тезисы легко опровергнуть фактами. Например, утверждение о том, что Казахстан, Азербайджан и Узбекистан стали сильными только из-за страха перед Россией. Ложь. Думаете, вам дали бы голову поднять? Били бы вас, как Афганистан, Сирию, Ирак, душили бы, как Иран. Только из страха перед русскими вас не трогают. Казахстан растет за счет нефти, газа, урана, а также инвестиций Китая, ЕС и США, проводя многовекторную политику. Азербайджан усилился благодаря нефти, союзам с Турцией и победе в Карабахской войне с использованием турецких технологий. Россия выступала лишь как посредник. Узбекистан ориентируется на экономические реформы, текстиль, сельское хозяйство и инвестиции из Китая и Турции. Развитие этих стран – это результат ресурсов, политики и реформ, а не страха перед русскими. Басылаев искажает историю. Он утверждает, что русские не уничтожали культуру малых народов. Что русские уничтожали национальную культуру малых народов – это все полнейший и дикая клевета. Но архивы и историческая память говорят обратное. В СССР школы переводились на русский, национальные языки оставались факультативными, репрессировались ученые, писатели и педагоги. В Сахаа уничтожена целая интеллигенция. Сегодня десятки языков России на грани исчезновения. Отрицание этого – это переписывание истории. Он также упрощает опасные понятия. Предатели Родины – это те, кто поддерживает тех, кто убивает наших. Все же очень просто. Под такие слова пропаганда превращает несогласие с войной, на которую Басылаев не попадет, во вражеский голос. Хотя законы РФ под предательством понимают помощь иностранному государству в ущерб стране. Да, я манкурт, и горжусь этим. Сделайте репост, пусть казахи и кыргызы увидят. Манкурты всех стран, объединяйтесь. Слово «манкурт» он свел к банальности, лишив его значения из повести Айтматова, где человека насильно лишают памяти и воли. Это подмена смыслов. Сильный культурный образ натягивается под пропагандистскую линию, разделяя аудиторию на правильных и неправильных. Примеры многочисленны. Сильная Россия, которой все боятся, Украина обречена, у нас дорог больше, чем в Дубае. Суть одна. Эмоции заменяют факты, понятия искажены, людей делят на своих и чужих. Пропаганда использует часть правды, но она искажена настолько, что зрителя буквально отрывает от реальности. Задача таких, как Басылаев, проста и страшна – помочь Путину удержать власть. Они рисуют мир в черно-белых красках, мы всегда правы, они враги, жертвы войны становятся аргументом для еще большей агрессии. Слова своего парня ложатся в ту же линию, что федеральные лозунги, создавая иллюзию свободы слова, но фактически заставляя аудиторию принять войну и агрессию как норму.